Уважаемые гости, участники сегодняшней пресс-конференции, уважаемые журналисты, спортивные журналисты. Ну, как известно, сейчас у нас 3-4 февраля пройдет первый всероссийский турнир Хангылас Капсагая. Если рассказать немножко из истории, то турнир Хангылас Капсагая в Якутии один из самых ожидаемых и почитаемых соревнований. В республике, как вы знаете, он прошел, в прошлом году состоялся 26-й турнир, но в этом году Хангылас Капсагая в статусе всероссийский проходит впервые. Так что мы можем поздравить всех участников, гостей, организаторов и всех якутян с этим историческим для развития национального вида спорта Капсагай событием. Всех поздравляем. В эти дни мы каждый день встречаем наших гостей, спортсменов, тренеров. И вы знаете, что приехали борцы из Кыргызстана, Узбекистана, Татарстана, Монголии, Бурятии, Тывы, Алтая, Хакасии. И сегодня у нас, сегодня же вот на этой пресс-конференции состоится знаменательное событие. Это подписание меморандума между Кыргызстаном и Республикой Саха-Якутия по созданию Международной федерации борьбы Капсагай в Кыргызстане. Сейчас я представлю наших спикеров. Сегодня присутствуют Спиридонов Леонид Николаевич, министр по физической культуре и спорту Республики Саха-Якутия, Иринеев Олег Валерьевич, глава Хангаласского улуса, Нестеров Вячеслав Анатольевич, учредитель МХЗ-групп, вице-президент Федерации Капсагай РСЯ, почетный меценат Якутии, Васильев Геннадий Анатольевич, депутат Госсобрания Элтумен Республики Саха-Якутия, директор Республиканского центра национальных видов спорта имени Василия Манчары. Цактоев Болот Дашиданкович, начальник отдела национальных видов спорта Министерства спорта и молодежной политики Республики Бурятия. Челтыгмашев Станислав Анатольевич, тренер Хакасия. Мерген Константинович Тельденов, директор Центра развития культуры, ремесел и национальных видов спорта Республики Алтай. Шамиев Рыскельди Ишинбаевич, президент Международной федерации Кыргыз-Куреш, Кыргызстан. Наверное, мы сегодня построим работу таким образом, что спикеры вначале, как всегда, выступят, да, традиционно, а потом я очень надеюсь на то, что журналисты будут активно задавать свои вопросы, и наши организаторы просили, чтобы там стоит микрофон, подойти к микрофону журналистам для того, чтобы запись была произведена качественно. Идет прямая трансляция нашей пресс-конференции. Так, сейчас слово хочу предоставить министру спорта Леониду Николаевичу Спиридонову. Спасибо. Добрый день, уважаемые журналисты, уважаемые наши гости, Олег Валерьевич, Вячеслав Анатольевич. Разрешите от имени Министерства физической культуры и спорта, от руководства Республики Саха-Якутия, во-первых, поприветствовать наших гостей, которые сегодня приехали участвовать на нашем гран-при турнире по Капсагаю. У нас в нашей республике Капсагай является одним из самых популярных видов спорта по национальным видам спорта. Ну и, конечно же, мы развиваем этот вид спорта нашей республики. И сегодня Капсагай уже становится не только республиканским мероприятием, да, и сегодня мы уже начали проводить и в других регионах нашей страны. Ну и, конечно же, сегодня мы уже готовы провести гран-при Хангылас Капсагая уже в статусе открытого всероссийского турнира, потому что сегодня приехали и зарубежные государства, которые будут участвовать на этом турнире. Отрадно, что энтузиасты и Федерация Капсагая является инициатором такого турнира, да, и
Хангаласский улус во главе Олега Валерьевича. Сегодня они являются основным организатором этого мероприятия и пригласили много регионов и международные государства. Сегодня на нашем турнире будут участвовать многие известные борцы по вольной борьбе, борцы своих национальных видов спорта, своих регионов, государств. Поэтому я думаю, что встречи, схватки будут очень интересными. И, конечно же, будет интересно наблюдать за титульными спортсменами. Как вы знаете, у нас после соревнований проводятся абсолютные матчи, это до 75 килограмм и свыше, где, конечно же, будет определять самого сильного, самого ловкого борца этого турнира. Я знаю, что во всем мире, в каждом народе почитают борьбу, и в каждом народе есть свои национальные борьбы, поэтому развитие Капсагая, я надеюсь, что тоже будет очень популярным. И, конечно же, это будет одним из примеров тоже развития национальных видов спорта. Мы, Республика Саха-Якутия, развиваем масс-рестлинг, вы все знаете, да, масс-рестлинг сейчас уже является одним из мировых видов спорта. Мы проводим и чемпионаты России, и чемпионаты Европы, многих континентов, даже в Америке проводятся, да, и, конечно же, чемпионаты Азии, чемпионаты мира, Кубка мира. Поэтому Капсагай тоже имеет право развиваться в таком же уровне, как наш масс-рестлинг. И я считаю, что Капсагай абсолютно, правила Капсагая абсолютно простые, поэтому любой может бороться. Тем более эта борьба не силовая борьба, а на ловкость, на хитрость и, конечно же, мастерство. Поэтому еще раз я благодарю наших гостей, которые сегодня приехали, и пожелаю им удачи, показать хорошие схватки, а нашим борцам проявить уважение к своим соперникам и, конечно же, показать мастерство и всю красоту Капсагая. Спасибо. Спасибо. Сейчас слово предоставим главе Хангаласского улуса Олегу Валерьевичу Иринееву. Хангаласского Капсагая. Он был рожден в Хангаласском улусе. Пожалуйста, вам слово. Спасибо. Добрый день, уважаемые участники пресс-конференции, уважаемый Леонид Николаевич, Вячеслав Анатольевич, уважаемые гости. Я тоже, как глава Хангаласского улуса, приветствую всех наших гостей, выражая огромную благодарность, что приняли наше приглашение. И сегодня приехали участвовать на нашем турнире. Хангалас Капсагая впервые был проведен в далеком 1997 году, да, и сейчас мы проводим уже 27-й год. Во время пандемии, в тяжелые времена мы, к сожалению, не проводили данный турнир, да, но здесь надо отметить, что впервые в Якутске Хангалас Капсагая проводим нынче. Значит, это 3-4 числа. Почему в городе Якутске? Все-таки в прошлом году Федерация Республики Саха-Якутия под руководством Вячеслава Анатольевича наши борцы приняли участие в первом Всемирных играх национальных видов единоборств. И там наши борцы показали свой класс другим нашим соотечественникам, также другим участникам из других регионов, борцам, да. И всем наша борьба понравилась, да, и все изъявили желание приехать, принять участие в нашем турнире. Поэтому мы решили провести данный турнир в городе Якутске, в Триумфе. За это я, конечно, благодарю нашего министра спорта Леонида Николаевича за поддержку организации данного турнира. Как уже озвучил Леонид Николаевич, да, у нас два
абсолютных будет 3 и 4 числа. Первый день это свыше 75 килограммов в память нашего выдающегося земляка Илья Петровича Кондратьева, который в свое время, в 50-х годах, он становился абсолютным чемпионом Республики Саха-Якутия по борьбе хапсагай. Второй день, значит, 4 февраля до 75 килограммов абсолютное первенство памяти тоже нашего выдающегося земляка Семенова Василия Дмитриевича Кюстер-Багы, который во время войны и довоенное время становился абсолютным чемпионом по борьбе на кушаках, да, также по борьбе и хапсагай. Он в свое время одерживал победы над другими борцами из других регионов. Когда Нестор Каландарашвили, да, со своим отрядом он проходил по Якутско-Ямчевскому тракту, да, он в каждом наслеге устраивал борьбу. И в селе Титары Кюстер-Багы одержал всех 17 борцов Нестора Каландарашвили. Тогда вот ему было всего лишь 20 лет. И у отряда Нестора Каландарашвили были именитые борцы, да, но всех вот маленький якутский парень, 20-летний, одержал абсолютную победу в этом турнире. И с тех пор имя Кюстер-Багы гремит по всей республике. И вот как раз таки до 75 килограммов мы посмотрим борьбу. И также приз получит чемпион в памяти Семенова Василия Дмитриевича. Ну, хочу остановиться на призах. Всего призовой фонд турнира составляет рекордный, можно сказать, 3 миллиона рублей. Огромная благодарность вот Федерацию борьбы хапсагай Хангаласского улуса Вячеславу Анатольевичу за ту поддержку, которую ежегодно оказывает. Да. Абсолютные чемпионы получат по 300 тысяч рублей. А по весовым категориям нам выставили главы муниципальных образований Хангаласского улуса. Чемпионы получат по жеребенку. Вторые призеры получат по 50 тысяч рублей, а третьи призеры получат по 30 тысяч рублей. Так что призы очень интересные, поэтому я думаю, что 3-4 числа мы увидим красивую борьбу. Поэтому желаю нашим гостям показать красивую борьбу, национальную борьбу хапсагай. Спасибо. Спасибо. Спасибо за подробный такой рассказ. Теперь мы, думаю, что послушаем нашего гостя турнира. Это Рыскельди Ишинбаевич Шамиев, президент Международной Федерации Кыргыз-Куреш, Кыргызстан. Вам слово. Здравствуйте, уважаемые участники, уважаемые организаторы. Мы 30 числа приехали в Якутск с командой Кыргызстана. Хорошей командой мы приехали, чтобы участвовать, как мы считаем, это как международный считается турнир. Это здесь участники команд Казахстана, Узбекистана, Монголии и Татарстан. Хорошая команда участвует. Мы тоже приехали. И наша команда сейчас готовится в зале. Будет нормальный там, хороший турнир будет, думаю. И всем, я как и борец, когда вот турнир мы едем, у нас такое чувство, это самое главное, чтобы участие, в первую очередь, и показать свою... И первый раз мы на этот Всемирные игры же были в Чебоксара.
Мы там участвовали и в Капсагае. А Капсагай, первый раз, когда мы участвовали, и там наши двое борцы вышли, финалисты стали. Понравился вид, это национальный вид спорта Якутии. И хотим тоже в Кыргызстане развивать спорт национальный. Это развитие национального спорта, это, думаю, в будущем то, что Якутия, это будет еще, будет, думаю, развиваться в международных и там, других странах. Спасибо вам. Вам спасибо. Сегодня много раз прозвучало имя Вячеслава Анатольевича Нестерова, учредитель НХЗ Групп, почетного мецената Якутии и человек-энтузиаст именно Хапсагай. Вот, мы дадим ему слово, послушаем. Добрый день, Олег Валерьевич, Леонид Николаевич, Раскильдишин Баевич и Геннадий Анатольевич, и все гости, друзья, соратники, товарищи, спортсмены. Ну, наш вид спорта якутской борьбы Хапсагай набирает обороты. Получается, это началось с 2018 года, вот последние. И сегодня уже география распространения борьбы Хапсагай уже достигла 9 республик, необъятной России и, соответственно, зарубежных стран. Сегодня у нас борцы мирового уровня приехали: Балдан Цыжипов, Айдын Мангуш, Кижик Чимба, Бадзул Дамжин, Родион Аскаканов, Михаил Болганов, Степан Кобенов, Мирлан Улу Бахтияр. Вот эти борцы все покажут борьбу Хапсагай в новом облике, потому что раньше борьба Хапсагай только развивалась внутри республики, сейчас уже за пределы, поэтому каждый спортсмен по-другому будет показывать. Призовой фонд действительно внушительный. У нас чемпионский пояс, батыя якутской и, соответственно, вот медаль с бриллиантом, который мы будем уже ежегодно дарить лучшему борцу, это вот абсолютному чемпиону. И, соответственно, следующие планы: мы хотим провести борьбу Хапсагай в Кыргызстане уже летом, в августе месяце, уже как гран-при или там чемпионат Азии, или ну, такого рода турнира. Уже там должны будут участвовать где-то 35 стран. Надеюсь, с поддержкой Минспорта и республики, и, соответственно, вот Раскильдишин Баевичем, вот этот вид спорта будет развиваться во многих странах. Спасибо за внимание. Спасибо. Дорогие коллеги, журналисты, наверное, мы вопросы будем задавать после подписания соглашения. Со мной согласны, да? Давайте сейчас объявим торжественную часть пресс-конференции. Это подписание меморандума. Для подписания меморандума приглашаются Васильев Геннадий Анатольевич, директор Республиканского центра национальных видов спорта имени Василия Манчары, и президент Международной федерации Кыргыз-Куреш, Кыргызстан, Шамиев Раскильди Ишинбаевич. Пожалуйста. Поздравляем с этим событием большим, да? Это, как вы знаете, как было сказано, меморандум
о создании Международной Федерации борьбы Хапсагай в Кыргызстане. Еще раз поздравим. А теперь, уважаемые журналисты, пожалуйста, ваши вопросы. Я думаю, что у вас наверняка есть вопросы нашим гостям. Здесь присутствуют также наши гости, участники. Можете задавать вопросы им напрямую. Пожалуйста. Вот микрофон. Да. Угу. У меня вопрос такой. А почему Международная Федерация в Кыргызстане? Как это понять? Международная Федерация в Кыргызстане, это как это? Я как-то не понял вот это. Давайте я отвечу на ваш вопрос. У нас в этом мероприятии будет подписано 2 соглашения, намерения, да? Это с Российским союзом боевых искусств о создании Российской Федерации борьбы Хапсагай, ну, России, да? И параллельно Международной Федерации борьбы Хапсагай в Кыргызстане, потому что в Кыргызстане географически очень удобно проводить большие мировые мероприятия. В плане того, что по визам, по инфраструктуре, соответственно, по борцам. И, соответственно, у Рыскелди Шенбаевича Международной Федерации Киргиз-Куреш на сегодняшний день 28 стран. И, соответственно, вот эти все страны будут участвовать по борьбе Хапсагай. Поэтому спасибо за вопрос. Пожалуйста, еще вопрос. Ага. Здравствуйте. Сколько борцов в общем прилетело в наш Якутии, в Хангалас Хапсагай, и какие фавориты? Будет ли бороться вот прошлогодний чемпион Начин Мангуш? Интересный вопрос. У нас на сегодняшний день фактически 44 борца будут участвовать в Гран-при. И помимо этого еще завтра команда Татарстана будет. Завтра утром. Там еще заявка полностью не укомплектована, но завтра уже будет известно. Поэтому примерно 50 спортсменов. Помимо этого, руководство делегации каждых команд, это свыше 60 человек, приехало посетить наш Гран-при. Помимо этого, прошлогодний чемпион Айдын Мангуш тоже будет участвовать. И прошлогодний чемпион до 75 килограммов Ларион Андреев тоже будет участвовать. Спасибо за внимание. Ой, как интересно, да? Жаркая будет, значит, борьба. Пожалуйста, еще вопросы? Газета для школьников Каскил Беламбул. Как Федерация Хапсагая готовится к предстоящим Детям Азии международным? Так, кто из спикеров ответит? Добрый день, уважаемые участники пресс-конференции, уважаемые наши гости. Ну, в этом году у нас большое событие Якутии – это игры «Дети Азии». На прошлых играх «Дети Азии» во Владивостоке наши хапсагаисты заняли все золотые медали, завоевывали. Вот поэтому в этом году у нас учебно-тренировочный процесс идет полным ходом. Первый этап отбора уже прошел. Сейчас уже в феврале будет второй отбор. И последний отбор будет в апреле месяце. Спасибо. Еще вопросы? Вот с Киргизии, да, какие вот фавориты, да, чемпионы, именитые борцы вот прилетели, и вот с Хакасии, вот наша республика некоторых вот не знает, да, вот знаем вот Балдана Сыжипова, да, как бы борец вольного стиля, да, Сангази, он много раз тут приходил, вот некоторых вот, например, вот с Киргизии, с Хакасии, как бы республика пока не знает, и можете вот чуть огласить. Я хотел сперва дополнить насчет, почему в Кыргызстане открывается вот эта федерация международная. У спорта стран границы нету. Там в Кыргызстане это регистрация, Министерство юстиции регистрация пройдет. А по вашим правилам, мы соглашение, почему мы подписали, ни одного букву не будет меняться.
А Международная федерация есть несколько, будет там у них наблюдательные советы, и будет там рабочая группа же будет. А на развитие надо обязательно, не то что в Кыргызстане, может, в Казахстане. У нас вот кыргыз-күрөшү 5 континентов у нас федерация есть. В Америке, Южной Америке, в Европе, в Азии. Ну, развивается же. Надо вот так, надо выйти на международный уровень, думаю так. А насчет спортсменов, у нас кыргызская команда, у нас как национальная команда кыргыз-күрөшү команда пришла. Ну, у нас тоже одни вольники, самбисты есть там, 2 чемпионы мира есть, чемпионы Азии есть. 2-3 числа покажет. Это борьба же. На Капсага еще удачу надо иметь. Точно. Еще вопросы будут? Пожалуйста. Здравствуйте, Александр Посельский, Спорт Якутии. Ну, вопрос, да, такой. Масс-рестлинг развивается по всей России, по всему миру, проводятся чемпионаты мира, Европы. Такой уже достаточно серьезный, большой уровень взяли. Есть ли планы у нашей федерации, у Министерства спорта, у вновь созданной, наверное, да, федерации, да, международной, такие планы? И вообще, вот, есть ли план, допустим, на 5, 10, 20 лет, и, возможно, 50 лет, какие вы видите в будущем развитие Хапсагая? Да, перспективный вопрос. Я отвечу, Раскель Ишенбаевич, потом добавите. Ну, во-первых, действительно, масс-рестлинг набрал действительно очень серьезный оборот по всему миру. И нашим якутским масс-рестлингистам достаточно серьезную конкуренцию делают другие страны. Вот. И путем этого вот этот вид спорта очень сильно развивается. Вот поэтому мы тоже хотим, чтобы наш вид борьба Хапсагая развивалась. И поэтому планы на 5 лет на сегодняшний день нету, но на этот год есть. То есть в августе месяце, даже даты 21-26 августа мы в Иссык-Куле будем проводить чемпионат мира или гран-при турнир чемпионата мира, ну в таком роде, чтобы участвовало ну минимум 35 стран, но максимум 45 стран. И там, конечно, будет видно, да, какие перспективы уже будут иметь борьба Хапсагай, и там уже будем мы планы составлять. С этими планами, конечно, мы будем вас ознакомливать, и, соответственно, там уже семинары будут идти, ну, обучающие, да, правилами и так далее. Это очень серьезно. Не просто вот проводить турниры и там какие-то там, ну, призы там сделать. Это одно, но главное, философию Хапсагая надо дать другим странам, да. Почему якутский народ, ну, в таком холодном месте вот такие хорошие вот виды спорта развил. И поэтому, ну, рассчитываем на развитие борьбы Хапсагай по всему миру. Спасибо. Можно еще добавить, да? Ага, спасибо за вопрос. Ну, в прошлом 23 году утверждена план мероприятий Министерством спорта Российской Федерации, что мы должны на территории Российской Федерации развивать, популяризировать национальные виды спорта, и мы должны еще популяризировать и развивать наши национальные виды за странами, за другими странами БРИКС, странами ШОС, да, в странах СНГ. Мы должны популяризировать и развивать наши национальные виды спорта Российской Федерации. Наше правительство Республики Саха-Якутия уделяет очень большое внимание развитию национальных видов спорта. В 2006 году вышло распоряжение о создании Республиканского совета национальных видов спорта, да, и в 2015 году мы приняли закон о национальных видах спорта. Благодаря этим большим трудом на сегодня Российской Федерации, Министерство спорта Российской Федерации в реестре национальных видов спорта там утверждена всего в списке 8 национальных видов спорта, из них 8
Три вида это якутские наши виды спорта. Это борьба хапсагай, масс-рестлинг и национальные прыжки. И мы должны дальше продвигать наши эти три основные вида спорта, которые вошли в реестр национальных видов спорта России. Мы в прошлом году уже создаем совместно федерации, совместно Министерством спорта Республики, Всероссийской Федерации по хапсагай. И в этом году наши основные учредительные документы будут готовы, наверное. Спасибо. Спасибо за столь развернутый ответ. Еще будут, да, вопросы? Мы же можем спросить, да, вот тут присутствуют спортсмены, как они себя чувствуют, какая у них форма физическая? Кто из вас ответит? И вообще, каково впечатление от Якутии? Интересные же вопросы, да? Давайте, спасибо. Представитель Республики Алтая, уважаемый Андрей Николаевич Ялбаков. Я сам лично далек от спорта. Занимался чуть-чуть легкой атлетикой, стрельбой профессионально немножко позанимался. От таких видов спорта, как борьба, далек, но это очень зрелищные мероприятия. И вот Нестеров Вячеслав Олегович, когда пригласили мы его нынче на Алтай, провели очень зрелищное мероприятие, была борьба куреш и хапсагай. Мы первый раз увидели эту борьбу, зрелищно, очень энергоэффективно, то есть стоять не будешь, люди заведенные и зрелищно смотрят. Но самое главное, что Вячеслав сказал вот по борьбе хапсагай, это воспитание подрастающего поколения на селе. Именно, чтобы ребятишки были заняты каким-то видом спорта, дух развивать, физику. И в здоровом теле здоровый дух, вот это слово для меня до этого было просто каким-то выражением. А после общения с вашим земляком, Вячеславом Анатольевичем, у моего сына произошел сдвиг в голове. Знаете, сдвиг в хорошем смысле. Через 2 недели он принял решение жениться, быть поближе к отцу, к роду, то есть своему, да? А до этого ребенок перечитал интернета, в хорошем смысле или в плохом, искусственный интеллект, свобода, вот это американское навязывание нам жизни, развития личности, оно немножко сдвиг по фазе у нашего подрастающего поколения произвело. И вот я очень благодарен Вячеславу Анатольевичу, что он этот сдвиг по фазе сдвинул так его, что говорит, твоя сила в твоем роде, будь рядом с отцом, и тебе ничего не страшно будет. Вот это меня настолько, как сказать, поразило моего сына. Вчера я стал дедушкой. Поздравляем. Да. Такой молодой дедушка. В 41 год, да. Я уже дедушка. Сегодня проснулся дедушкой. Это здорово. И вот хотелось бы спросить, вот тот вид спорта, который вы нам показали зрелищно, мы приехали встречно, да? Я как болельщик приехал, финансово немножко помогаю спортсменам, людям культуры, также в стороне никогда не стою. Процент вовлеченности вот, подрастающего поколения относительно других видов спорта, вы как-то конкурируете? Вот у нас самбо развито, греко-рим, вот все говорят, греко-римцы идут, да, выражение такое есть. Все сразу тихо сидят, греко-римцы идут. А вот хапсагай вот у вас среди других видов спорта сегодня, как он проявляется, в чем его отличие? Физики или философии поведения, или массовости, так скажем, зрелищности? В чем отличие? Вот при дальнейшем развитии мы же это все учтем и должны нашему подрастающему поколению выступить достойно, естественно, и показать. Потом, чтобы мы уже с моим земляком, с Вергеном, приехали и вдохновляли как-то, что мы не просто съездили, посмотрели, поборолись. Ребята, а вот нам ребятишки меньше стали за угол, за школу бегать, лучше учиться стали, потому что вот это мне очень сильно понравилось, Вячеслав Анатольевич, что дух воспитывается, дисциплина, а дисциплина – это залог успеха. И самое главное – это здоровье наших подрастающих поколений. Спасибо. Очень хороший вопрос. Я думаю, что на этот вопрос ответит наш министр. Спасибо за вопрос. Ну, по массовости, да,
по массовости у нас на сегодня в республике культивируется 9 видов национальных видов спорта. Ну, по итогам 23 года, да, у нас, ну, по отчетам, да, по отчетности, на сегодня на первом месте стоит у нас это настольные игры. Хаблы-хамовские есть тоже у нас традиционные, да. Второе место у нас масс-рестлинг и третье место капсагай. Они, ну, отрывок маленький, где-то 50-30 человек, разница только. А так, эти 3 вида у нас культивируются, ну, они лидеры у нас в республике. Например, с капсагай у нас занимается с 7-8 лет, да. У нас, например, Центр национального вида спорта у нас занимается с 12 лет, занимается капсагаем. Ну, а так, по республике у нас в капсагае сколько, если не вру, 108 тренеров по капсагаю, именно по капсагаю. Это штатные и совместители. Вот так. Спасибо. Еще вопросы? Так, ну, если сказать, да, слово капсагай, да, у нас, ну, разделяется на 3 слова. Кап – это лови, да? Сах – это начни, а ай – это твори. Поэтому капсагай слово, она не просто слово, да, ну, придуманное, она как бы сама дает смысл этой борьбы, да. И здесь вы сказали, что в Алтае там греко-римская борьба, я знаю, что это в основном физическая сила, да, как бы вот они физику, у кого физика есть, они побеждают, а капсагай здесь ловкость, ум, хитрость здесь побеждает. Вот когда мы тоже Хангалас Капсагай когда-то сделали, приехали монголы, помните, да, вот этот тоже по самбо чемпион был, по дзюдо чемпион приехал и участвовал. Он проиграл, потом говорит, оказывается, эта борьба не такая борьба, да, вот, которая вот силовая, да, а здесь надо быть хитрым, говорит, самым хитрым и ловким. Вот это ценится в этой борьбе. Поэтому капсагай один из таких видов спорта, где надо быть ловким и хитрым, да. Ну и философия капсагая, насколько я знаю, да, вот вообще национальные виды спорта у нас в республике, они были сделаны так, чтобы гармонично развивать ребенка. Начиная, вот они уже начинают в школьном возрасте, ну, с 5-6 лет они уже начинают играть это настольные игры, да, это развитие моторики ребенка, да, вот, этими, да, а потом уже по возрастам идет и подготовка батура якутского, да, и в 18 лет уже он, когда созреет, уже вот эти все виды стрельба из лука, прыжки якутские, ну, и тату-мергир у нас есть, да, вертушка, якутская вертушка, ну, и вот эти виды спорта все были, это как программа, да, программа развития ребенка, настоящая батура, да, и 18 лет он уже готовый становится. И самый последний вид спорта это был капсагай. В конце уже, когда окрепнет сила у ребенка, окрепнет его сила воли, духа и так далее, потом делали турниры по капсагаю. И кто в этом турнире выиграл, тот был посвящен уже богатырю, батуру, да, защитника своего рода или там народа и так далее. Поэтому капсагай является одним из тоже проверкой и на прочность, и на дух, да, богатыря. Вот, на самом деле вот это, да. И еще смысл капсагая – это оставаться всегда на 2 ногах в любой ситуации. На 2 ногах надо человеку оставаться. Это не только в спорте капсагай, да, а в жизни тоже так же. В жизни бывают разные ситуации у человека, да, и бывают и плохие моменты, и хорошие, и так далее, да, и всякое разное, но человек должен оставаться на 2 ногах, то есть оставаться человеком. Он не должен падать на коленях, он не должен прогибаться, ну и так далее. Вот поэтому капсагай имеет большой смысл. Человек должен оставаться всегда на 2 ногах и оставаться человеком. Вот смысл капсагая в этом. И это отражается и в борьбе капсагай. Вот поэтому философия капсагая тоже имеет большое значение. Я тоже добавлю сказанным, да. Значит, капсагай действительно это древний вид нашего народа. Это состояние души и путь воина.
Поэтому в древности всегда вот наши предки, да, обучали детей с малых лет стоять на ногах и сидеть на лошади. Поэтому вот Капсагай у нас генетически заложен. Теперь даже во время вот СВО, да, нашим бойцам Капсагай помогает, например. Поэтому мы Капсагай очень ценим. И действительно вот с малых лет наших детей каждая семья все равно по-своему воспитывает. И помимо этого, если взять, перейти к турниру, всего мы сегодня посчитали, где-то будет участвовать 400 с лишним капсагаистов вместе с гостями. Ну, такого большого масштаба еще не было. Ну, вот в таком коротком контексте. Спасибо. Спасибо за очень развернутые ответы. Какая большая целая философия, да, народа Саха. А Федор Арахлеев, газета «Кым». У меня вопрос Олега Валерьевича, наверное, главе Хангаласского улуса. Ну вот видим, вот да, это рысь можем назвать талисманом, наверное, турнира, да? Вот да, везде там, как бы, как где Хангаласская сова, рысь присутствует, да? Ну, будет ли, как бы, рысь, ну, это есть такая культура уже внедренная в спортивная сфера, да, как вот это маскот, талисман, там, этот переодетый, ходит при награждении, участвует, развлекает зрителей, там, и так далее, да, фотографируется с ним. Будет ли такой, ну, хотя бы в будущем, да, и вот победителям, абсолютным победителям вручают рысьи шкуры были, да, было, да, и это традиция. Но тоже тут несоответствие может получиться, да, тут талисман рысь, потом рысья шкура и так далее. Ну вот у меня такой вопрос. Да, спасибо за вопрос, да, ну, действительно, талисман Хангаласского Капсагая это у нас рысь, да, и действительно, вот до 2020-2021 года мы абсолютным чемпионам всегда вручали шкуру рыси. Но с 2022 года решили вот все-таки абсолютным чемпионам медали с бриллиантами, также батыя будут вручены. Поэтому с 2022 года мы решили вот шкуры рыси не будем абсолютным чемпионам дарить, но зато вот ценные подарки, медали и батыя ежегодно будут вручаться. А развлекать, как в других регионах нашей страны, да, рысь не будет, но везде, вот как талисман рыси, во всех баннерах, во всех даже вот видим вот таких у нас бутылках из воды, да, здесь рысь присутствовать будет. Спасибо. Будут ли еще вопросы? Ну, во-первых, карат бриллиантов 0,5 будет, 2 таких бриллианта будет стоять в чемпионском вот медали. Вес комплект около 300 тысяч будет. Именно медали только. Помимо этого вот батыя где-то 250 и 150 тысяч вот чемпионский пояс тоже маленьким бриллиантом и, соответственно, денежный приз. Супер. Еще вопросы? Про фаворитов и так далее вам не интересно, да? Ну, задавайте вопросы. Увидим до завтра. А Никита Хабаров примет участие, нет? Наш звезда. А? На Бельвет-то? Ну, будет участвовать, будет. Вообще интересно будет. Кто же станет абсолютным чемпионом? Да? А фавориты уже есть, да? Можем говорить про фаворитов? Наверное, можем. Прошлогодние чемпионы? Представитель, руководитель бурятской делегации Дамбиев Михаил Львович, сам тоже борец. Добрый день, Леонид Николаевич, Олег Валерьевич,
Вячеслав Анатольевич, мы с удовольствием, сборная Республики Бурятия, приняли приглашение и выражаем благодарность, то, что дали возможность приехать. И сейчас готовимся к такому серьезному турниру. Первый всероссийский турнир по борьбе Хапсагай, Гран-при Хангалас Хапсагай. В нашем составе 11 борцов. Особенно мы хорошо представлены в весе 75 килограммов. Сангадил Зитуев, Убхоев Игорь. Также в составе 2 мастера спорта международного класса по вольной борьбе. И приехал у нас суперчаш Балдан Цыжипов. Что еще хочу добавить. Вот когда собираемся все виды национальной борьбы, тувинская хуреш, якутская хапсагай, бурятская борьба бухабельдан, получается взаимное очень хорошее обогащение технического мастерства. То есть борец пока не встретится с соперником, он сразу не понимает все эти тонкости борьбы, нюансы, хитрости. Да. Вот Леонид Николаевич говорил, вот олимпийцы наши якуты, Дмитриев, Пенигин, Иванов, Леонид Николаевич, они очень успешно применяли все навыки борьбы национальных видов спорта в борьбе по вольной борьбе. Также мои земляки Манжуев, Борис Будаев также очень так хорошо применяли. И спасибо за такую возможность, что вот наша борьба обогащается борцам хорошей борьбы, зрителям насладиться прекрасными предстоящими схватками. Вот Леонид Николаевич сказал, что наш девиз именно борьбы в чем заключается. Борец не только должен устоять на ногах поединка с соперником, но и по жизни крепко стоять. Упал, коснулся, встал и дальше пошел. Спасибо. Спасибо. Мерген Тельденов, руководитель делегации Республики Алтай. Яшьлар саха Елжон біз Алтайдан жан ізденісілі, Алтайдан жан нөкерлер, қарындаштар деп жолға келдіз. Здравствуйте, уважаемые друзья, участники конференции. Но в первую очередь хотелось бы сказать и отметить, у нас, как вообще народ алтайцы, Хапсагай пришли, да? Есть у нас всеобщий друг, министр спорта Республики Тува, Цубидей, да, вот наш друг, мне звонит, говорит, Мерген, сейчас, говорит, тебе позвонит с Якутии министр спорта, говорит, Леонид Николаевич. И через некоторое время позвонил, поговорили, но мы долго не думали, тогда приехали, как говорится, на разведку посмотреть. Мы 2 человека приехали, увидели, вот, Вячеславом Анатольевичем, Олег Валерьевичем, со всеми ребятами познакомились. И, ну, ясно стало сразу, да, много слов не надо, когда люди с одной дороги, там просто пожать руку, это достаточно. И вот мы начали организовывать память нашего великого тоже спортсмена Владимира Владимировича Челчушева межрегиональному мероприятию. И отрадно сегодня, что Республика Алтай именно стал толчком и точкой Хапсагая. Да, вот тогда уже межрегиональный фестиваль был национальных видов спорта. Вот тогда и мы провели первый Хапсагай в Республике Алтай, в Лаганском районе, получается. И с нашей стороны, конечно, это приятно, что сегодня именно Алтай на стороне остался и вместе с вами развивается с братскими народами. Вот. Знания, традиции, культуры, национальных видов спорта – это основа воспитания дисциплины человека и народа. Сегодня мы, опираясь на такие большие мероприятия, именно такие традиционные культуры, конечно, развивать такие духовности, вести немножко, ну, как другие, как воля, борьба и самбо, боевой самбо, он немножко все равно сзади идет, да, получается у нас. Но сегодня, что в Кыргызстане так создается Хапсагай международного уровня, это
очень большого и дорогого стоит. Надо этот момент народом Саха ценить. И всегда мы, братский народ алтайцы, с вами рядом. И плохое, и хорошие времена. И надо идти в будущее вместе. Спасибо. Спасибо большое. Очень хорошее выступление. Еще, дорогие коллеги, журналисты, вопросы будут, да? Или исчерпаны, да, вопросы? А давайте тогда сейчас будет общее фотографирование со всеми журналистами. Давайте все сфотографируемся на память о первом всероссийском турнире Гран-при Хангаласском Хапсагае. Предлагаю встать. Прямо здесь обычно фотография, да, вот на фоне